Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о носовых кровотечениях у детей. Сумеют ли родители оказать первую помощь ребенку при носовом кровотечении, узнаем прямо сейчас. Как помочь ребенку при носовом кровотечении? Запрокинуть голову, приложить холодное к переносице. Во-первых, точно знаю, не нужно запрокидывать голову назад. Я, например, себя останавливаю, пережимаю переносицу и останавливается. Не знаю, правильно ли я поступаю. Даже не знаю. Голову закинуть, наверное, назад. Вату приложить. Положить вертикально и придерживать ватой. Скорее всего, промывать побыстрее нос соляным раствором. Надо сажать прямо и голову выше надо держать и носовым платком. Положить его в лежачее положение. И даже не знаю, что еще делать. Уложить его на кровать, как говорится, марлю или вату. К сожалению, родители не знают, как правильно помочь своему ребенку при носовом кровотечении. Носовое кровотечение – наиболее распространенная разновидность кровотечений в детском возрасте. Проявляются носовые кровотечения с различной интенсивностью. В детском возрасте слизистая оболочка носа хрупкая, уязвимая, и травмировать ее очень легко. Обычно появление кровотечения из носа связано с чем-то достаточно безобидным и очевидным. Ребенок ковырялся в носу и поцарапал слизистую ногтем, или ударился при падении, или слишком усердно сморкался при сильном насморке. Но иногда кровотечения появляются беспричинно и долго не останавливаются, что говорит о наличии нарушений в организме. При кровотечении из передних отделов носа повреждаются стенки сосудов, которые находятся в начале носовой полости. В передней части носа находится область Киссельбаха, где сконцентрировано большое количество мелких сосудов. В этом случае кровь вытекает из ноздрей, ее течение плавное. Кровотечение может быть одностороннее, кровь стекает из одной ноздри, или двустороннее, кровь стекает из двух ноздрей. Постепенно кровотечение останавливается самостоятельно и редко несет серьезную угрозу для жизни. Более 85% носовых кровотечений относятся к этому виду. Если травмированы стенки крупных сосудов, расположенных в задней части носа, кровь стекает по носоглотке и не вытекает из ноздрей. Поэтому обнаружить такое кровотечение вовремя не всегда возможно. Из-за того, что сосуды в задней части носа крупные, кровотечение интенсивное и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. Его затруднительно остановить без врачебных вмешательств. К этому виду относятся 10-15% от всех носовых кровотечений. Носовые кровотечения имеют различную степень тяжести. От незначительной, когда кровопотеря составляет менее 100 мл, не несет угрозы и останавливается самостоятельно, до тяжелой степени, когда потеря крови составляет не менее чем 1400 мл. В этом случае кровотечение самостоятельно не прекращается. Методы первой помощи неэффективны, и симптоматика очень тяжелая. И здесь требуется срочная медицинская помощь. Носовое кровотечение развивается под влиянием как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов. Какие же это внешние факторы? Это низкая влажность воздуха. Если воздух пересушенный, слизистая иссушается, а сосудистые стенки ослабевают, и кровотечение может начаться из-за незначительного воздействия, например, кашель, ковыряние в носу, чихание. Тепловой удар. При перегреве сосуды интенсивно расширяются и разрываются. Также может быть механическая травма. К ней относятся ушибы, ковыряние пальцем, неаккуратное воздействие ватной палочкой при удалении слизи у младенцев, сильное сморкание, попадание народного тела.
Воздействие медикаментов, избыточное применение сосудосуживающих, противоаллергических и противовирусных средств приводит к нарушению слизистой оболочки. Внутренние факторы, к которым относятся заболевания, которые сопровождаются отеком слизистой оболочки носа. Это ОРВИ, гайморит, грипп и другие. Также сбои в механизме свертывания крови. Эти механизмы могут нарушаться по разным причинам. Лейкемия, гормональные сбои, заболевания, сопровождающиеся снижением свертывания крови, длительный прием препаратов, которые уменьшают количество тромбоцитов. Хронические болезни. Они разрушительно действуют на иммунную систему, на свертываемость и сосудистый тонус. Ребенок часто заболевает, а его слизистая уязвима. Также к внутренним факторам относятся доброкачественные или злокачественные новообразования в носовой полости. Кроме этого, врожденные нарушения строения носа и сосудистой структуры. Также к внутренним причинам относится гипертоническая болезнь. Резкий скачок артериального давления провоцирует разрыв сосудистой стенки. Также кровотечения возникают при умственном или физическом истощении, мигренях, авитаминозах, стрессовых ситуациях. Давайте разберем ошибки при оказании первой помощи ребенку с носовым кровотечением. Первая ошибка – укладывать ребенка в постель и приподнимать ему ноги. Это усилит кровотечение. Вторая ошибка – запрокидывать голову назад. Если голова запрокинута, кровь перестает вытекать из ноздрей, но стекает в носоглотку и попадает в пищевод, затем в желудок, что может привести к тошноте и кровавой рвоте. Третья ошибка – использовать сухой ватный тампон. Тампон, не смоченный перекисью водорода, прилипнет к стенкам носа вместе со сгустками крови. И при его извлечении есть риск возникновения носового кровотечения повторно. Четвертая ошибка – кормить и поить ребенка сразу после остановки крови. Особенно нельзя давать горячее питье, так как это вызовет повышение давления и возобновление кровотечения. Как оказать первую помощь при носовом кровотечении? Нужно усадить пострадавшего. Маленького ребенка взять на руки, голову ребенка опустить немного вниз и поставить емкость для крови. Расстегнуть верхние пуговицы и убрать все, что может нарушать дыхание, например, галстук, ожерелье и так далее. Обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, объяснить ребенку, как правильно дышать, глубоко и спокойно. К переносице приложить холод, смоченную холодной водой салфетку, полотенце. Можно приложить поверх сухой салфетки пузырь или пластиковый контейнер со льдом, гипотермический пакет, так как холод сужает сосуды. Прижать пальцем крылья носа к носовой перегородке с одной или с двух сторон, в зависимости от того, как вытекает кровь, из одной ноздри или из обеих, и подождать 7-10 минут. За это время должен образоваться кровяной сгусток, который перекроет поврежденный сосуд. Если крови много, смочить нужно марлевый тампон или ватный шарик 3% раствором перекиси водорода и поместить неглубоко в ноздрю. И также пальцем прижать крыло носа к носовой перегородке. Чтобы ребенок не тревожился, а время шло быстрее, ведь сидеть без дела на одном месте маленькому ребенку сложно, можно включить мультфильмы и почитать вслух книгу. При этом надо попросить ребенка поменьше двигаться и разговаривать, чтобы кровотечение не усилилось. После остановки кровотечения нужно избавить ребенка от чрезмерных физических нагрузок, ограничить занятия спортом и активные игры. Скорую помощь необходимо вызывать в следующих случаях. Кровотечение не удалось остановить за 15-20 минут, а все необходимые меры были предприняты. Кровотечение двустороннее и сильное. Кровотечение сопровождается дополнительными кровоизлияниями, например, из ушной раковины. Во время кровотечения ребенок жалуется на боль, головокружение, теряет сознание. Кровь имеет ярко-алый или очень темный цвет. У ребенка имеется обострение хронической болезни печени или почек.
или ОРВИ с высокой температурой. Кровотечение возникло после приема препаратов, влияющих на свертываемость крови. Если причиной кровотечения стало инородное тело, пытаться вытащить его самостоятельно опасно. Из-за неправильного воздействия оно может уйти глубже и перекрыть доступ воздуха. Если кровотечение началось после того, как ребенок получил травму головы, скорую помощь надо вызывать немедленно. Если кровотечение удалось остановить, то поводов для вызова скорой помощи нет, но может потребоваться пойти на прием к врачу. Это необходимо сделать, если кровотечения частые, если кровотечение долго не удается остановить, если ребенок ослабленный, жалуется на головные боли, головокружение, быстро утомляется, если кровотечения возникают без видимых причин, если на коже ребенка часто появляются синяки, а ссадины и ранки долго не заживают. Профилактика носовых кровотечений – это в первую очередь соблюдение здорового образа жизни, рациональное питание, соблюдение режима дня ребенка, закаливание, частые прогулки. Также необходимо следить за уровнем сухости воздуха и использовать увлажнители воздуха. Поддерживать в квартире оптимальную температуру. Своевременно лечить инфекции. Использовать медикаменты только по назначению врача. Проводить регулярные медицинские осмотры. В большинстве случаев появление носового кровотечения не связано с какими-либо серьезными патологиями и не несет рисков. И все же не лишним будет обращение к врачу для своевременного обследования ребенка. Повторяющиеся кровотечения родители не должны игнорировать. Ребенка нужно обязательно показать специалистам. Ребенку понадобится консультация отоларинголога, а в некоторых случаях консультации врача-гематолога, специалиста по заболеваниям крови. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.